Делегация во главе с президентом Всемирного уйгурского конгресса Далконом Исой и директором Женского комитета конгресса Зумритай Эркин, присутствовавшими на 54-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, провела ряд важных встреч в штаб-квартире ООН. Согласно интервью Далкона Исой РФА, представители около 10 западных стран во главе с Норвегией подняли вопрос о нарушениях Китаем прав человека в отношении уйгуров во время дебатов 54-й сессии Совета ООН по правам человека 26 сентября. Участники мероприятия решительно осудили преступления Китая против человечности в Восточном Туркестане и предупредили китайское правительство о немедленном прекращении геноцида и преступлений против человечности в отношении уйгуров. На встрече представители Северной Кореи, Сирии, Судана и других дружественных Китаю стран стремились узаконить репрессивную политику Китая в отношении уйгуров. Акида Полот, дочь известного уйгурского ученого Рахиле Давуд, которую недавно приговорил Китай к пожизненному заключению, выступила на радио «Свободная Азия». До исчезновения в декабре 2017 года Рахиле Давуд основала и руководила научно-исследовательским институтом фольклора в Синьцзянском университете, написала десятки журнальных статей и книг, в том числе исследования исламских святых в Центральной Азии, и предоставляла свои работы на конференциях по всему миру. Ее дочь Акида Полот, которая живет в Соединенных Штатах, сказала в недавнем интервью радио «Свободная Азия», что она была опустошена этой новостью. В последние несколько лет мы видели, как Коммунистическая партия Китая задерживала большое количество уйгуров. Это своего рода жестокость. Они также заключили в тюрьму сотни уйгурских интеллектуалов. Их поведение показывает, что они хотят преследовать уйгуров и уничтожить уйгурскую культуру. Депутат парламента Азербайджана Ганире Пашаева, которая некоторое время находилась на лечении в больнице, скончалась вчера вечером. Похороны Пашаевой состоялись в Баку при участии сотен людей. Пашаева, участвовавшая в многочисленных мероприятиях в Турции и имевшая множество статей и выступлений о тюркском мире, утверждала, что сила Турции означает силу тюркского мира. По словам официальных лиц правительства США, китайские хакеры получили доступ к 60 тысячам электронных писем с учетных записей, принадлежащих Госдепартаменту США, после взлома платформы Microsoft в этом году. Microsoft заявила в июле, что хакеры, связанные с китайским государством, проникли в учетные записи электронных почт 25 организаций и правительственных учреждений, включая Министерство торговли и Государственный департамент США с мая. На 51-м году панда дипломатии между Китаем и США подходит к концу из-за решения Пекина не продлевать контракты. Дипломатия панд началась в 1972 году с отправки панд из Китая в США, чтобы смягчить отношения между двумя странами. Взрыв был совершен в районе Мастунг, пакистанской провинции Белуджистан, недалеко от мечети Медина, где собралось большое количество людей по случаю Мавлид-Кандиля, дня рождения пророка Мухаммеда. 52 человека погибли, более 130 человек получили ранения. Сообщается, что нападавший взорвал себя возле полицейской машины.